Добрый вечер, друзья! Я Петр Цыпанин, и на канале Якутии-24 мы начинаем нашу программу «Просто вкусно». И, как обычно, мы находимся в ресторане «Мусхая» в гастростудии у нашего друга Семена Тарбахова. Семен, привет! Здравствуйте! Да, и к нам в гости сегодня пришел сопредседатель татарской общины Анатолий Михайлов. Толя, привет! Добрый вечер всем. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да, немножко расскажу, Толя, о концепции нашей программы. У нас такое кулинарное ток-шоу. Мы приглашаем гостей и заставляем их что-нибудь готовить. Да, с чем ты сегодня к нам пришел? И я пришел к вам с татарским национальным блюдом, конечно. Раз я татарин, хоть проживаю половину жизни прожил в другом месте, полжизни уже прожил в Якутии, поэтому я самое такое распространенное, скажем, блюдо, это кастыбай. Да, это такой пирог, который мы будем готовить. Кастыбай. Касты везде, через и везде. Кастыбай. Кастыбай. Говорится кастыбай, а пишется, если будете искать где-то в этом. Ну, очень много рецептов приготовления существует, но мы будем готовить один из них, который дошел, так скажем, до нас с начала 20 века. Что-нибудь означает слово кастыбай? Или это просто... Особо нет. Здесь вообще в этом, скажем, рецепте основной, это, конечно, неизменным, которое осталось на все время, это само именно тесто, как оно готовится. Как тесто, оно готовится. Да. А все, что там внутри, это уже кто как, у кого на что фантазия хватает, да, или средств, скажем. Потому что многие делают, изначально это делалось с пшеничной мукой, ну, в смысле, с пшеничной крупой. На данном этапе мы будем готовить с картофелем. Хорошо. Да. А делают, ну, оно полюбилось не только же татарам, а его полюбили многие. И, конечно, кто-то готовит даже, вот буквально недавно я разговаривал как раз, они говорят, вот кастыбай, я говорю, как готовите? Вот с ветчиной готовят, да? Многие ветчину полюбили тоже, и поэтому готовят даже с ветчиной. Поэтому здесь мы говорим именно о лепешке как таковой, как в том, где будет находиться, что называется, фарш или как сказать, что внутри. Ну, внутренность. Да. А то, что будет внутри, это выбор каждого. Ну, можно хоть что делать. Можно овощные рагу, хоть что. Это не закрытая лепешка, если так как бы перевести. Ну, как будем готовить, я все расскажу и покажу. Давай, начинаем. Давай. Мне кажется, пора. Да, пора. Тебе для начала что нужно? Для начала нам нужна мука. Так. Потому что у нас уже есть процеженная мука. Да. Ну, я думаю, чтобы время не терять, и кто, например, бывает, когда гости резко приходят, да, ну, что делают быстро? Надо что-то на стол накрыть. Раз быстро. Да. Может, мы для начала поставим то, что у нас будет внутри, это картофель. Поставим картофель вариться и начнем готовить муку. Хорошо. Получается, это общедоступные ингредиенты Абсолютно общедоступные ингредиенты. для любой хозяйки. Да, масло найдется, наверное, в каждом все. доме. Поэтому я не удивлен, что у вас нашлась даже чищенная картошка. Да. А я уже научился плитку уже включать, я ее уже включил. Хорошо. Да. Поэтому, Чуть-чуть водички и все. Да. Ставим. Да. Так, заливаем водой. Ты ее как солишь? Да, маленько мы ее солим. Ну, вообще мы к соли в последнее время относимся, скажем так, вот, ну, я думаю, что достаточно воды. Маленько ее надо подсолить. Сразу. Соль здесь есть. Я думаю, что подсолим. Ну, и пока поставим, чтобы она... Да, уже готовилась. Да, Потому что, готовилась. да, действительно... Давайте начнем готовить тесто. За тесто. Да, давай, ты пожалуйста. потихоньку рассказывай, а я тебе Да. буду еще вопросы задавать, если вдруг какие-то возникнут. Давай Хорошо. вот мы Давайте. возьмем. Тебе Давай. вот такая Да. мисочка подойдет? Подойдет. Хорошо. Да. Тут ничего как бы такого нет. Как мужики. Да, обычно готовят. Как жена попросит приготовить завтрак, да? Да. Приготовила, она до обеда стол убирает. Да. Поэтому, Опять да. везде накрошил. Да что такое происходит? Да. Ну, конечно, добавляем соли. Немного соли, да? Да. Ну, где-то пол ложечки, скажем так. Ну и примерно столько же добавляем. Подсластить. Да. Ну, жизнь без подсластителя тоже. Ну да. Давайте сюда понадобится масло. Ну, где-то примерно. Сливочное масло обычно. Да, обычно сливочное масло. Это, кстати, наш молочный дождик. За рекламу деньги с них, кстати, не брал пока. Да, немножко рекламы. Да, немножко рекламы. Нам можно Давайте, иногда что-нибудь рекламировать. Давайте, ну, можем маленько картофель отодвинуть на разогретом, быстро разогреть, да, сейчас я В смысле, отрежу, чем чуть-чуть хочешь растопить масло? растопить масло, да, именно, чтобы оно... Это много, по-моему, будет. Вот так. Не, это Давай. как раз, опа,
50 грамм здесь, поэтому давайте его растопим. Это можно уже так, пока так рядом убрать. Так, ну ты уже начал муку Да. размешивать, да, тесто? Давай, чтобы удобнее было, я предлагаю все-таки нам Давай. местами поменяться, да? Ну, Чуть-чуть, давай, чуть-чуть туда встань, да? Давайте. А я уже здесь сюда встану. Типа я уже теперь дежурную плитки. Да, да, дежурные плитки. Семен у нас эксперт, и он будет тебе подсказывать, может быть, какие-то вопросы. Если возникнут. что, за руку останавливать. Да, да, говорит, кто так делает, может, скажет. Чуть-чуть Ну, растопил. к истории, как я появился в Якутии. Да, давай, Да. рассказывай. И я учился в Иркутске. Ага. В Иркутске? В Иркутске. А родился где? Ну, родился под Иркутском, 100 километров от Иркутска есть такая деревня Укыр, Буханский район. И вот родители приехали туда в 60-м году с Татарстана. И вот я уже родился именно там. Закончив школу, я как культурный мальчик решил поступить в педагогический институт. По первому образованию я педагог. Учителем решил стать. Труды, черчение, рисование, это, Трудовик. да. Ага. С трудовик с меня не получился, ну, скажем так. Получился бы, если я пошел в школу, но пока я учился, появлялись новые возможности и так далее. И, конечно, я все новые возможности всегда затягиваю на себя. Я решил параллельно, уже тогда была возможность, это был 92 год, я поступил параллельно с учебой, поступил параллельно в Московский, тогда был институт торговли. Поступив в Московский институт торговли на факультет управления в торговле и сфере бытовых услуг. Ну, учась и в пединституте, и там, я практически стал обладателем 2 дипломов. В сегодняшней выборной кампании тема дипломов, как говорится, стала такой, да, очень развитой. Ну, мне удалось получить вовремя 2 диплома и 2 хороших образования. Одно из них вообще техническое, которое в дальнейшей моей, так скажем, инженерной жизни очень повлияло на выбор некоторых какие-то не очень, да. И вот в пединституте как раз и я познакомился с будущей своей женой, и так я оказался, скажем, в Якутии. А жена якутка, получается? Она у меня не якуточка, она наполовину. Якут- Ну, она с Якутии, она оказалась с Алекнинска. Ага. Она наполовинку хохлуш, наполовину татарка. На 1 год практически мы решили поехать в Алекнинск. Ну, родилась дочь у нас со временем. Такое бывает. И вот мы поехали в Алекнинск. В Алекнинске ну, я занимался в то время, закончил институт торговли, так скажем. Ну, тогда уже, когда я заканчивал. Вот, который рассказывал. Да. И ну, вот 18 лет мы прожили в Алекнинске. И я уже работал ну, в разных там местах. И вот так пошло. Я работал инженером по надзору за строительством энергообъектов в свое время. Вот в Восточной Сибири Тихий океан есть нефтепровод. И вдоль него энергетика, которая построена, подстанция в городе Алекнинск, переходы через реки Лена, Алекма, непосредственно происходила вся работа под моим инженерным, так сказать, надзором. Поэтому... То есть образование дало свое это? Да, вот как раз получается. инженерное образование Да, дало дополучить возможность инженерную здесь и работать на таком большом, так сказать, федеральном проекте. Проект очень был интересный, и уже в последнее время он начал сдвигаться там, в сторону Магадана и так далее. В последний год я перешел уже на работу в центральный офис, который здесь был расположен в Якутске. И ну, в дальнейшей работе у меня просто, если сейчас сказать, и по времени я уже стал там дедом, и где-то жить в лесу, там, в палатке, летать постоянно в вертолете, там, ну, уже было как бы не в кайф, и поэтому я решил, что нужно остановиться где-то здесь, и решил именно открыть еще один, так сказать, для себя абсолютно новый бизнес. Это стоматологическая клиника. А как пришел к такой идее? Ну, было немного денег, да, и пришел к этой идее. Ну, я вообще как бы говорил же, что я управленец по образованию, и я понимал, что любое предприятие, на любом предприятии оно будет работать, если там хороший менеджмент. Хороший менеджмент, да, совершенно верно. Поэтому, конечно, благодаря знаниям, которые я получил еще в хорошей московской школе, я привлек несколько человек для
скажем, анализа вот именно этого бизнес-проекта, на что получил даже согласие некоторых там хороших врачей и решил все-таки начать этот бизнес. Потому что я считал, что у этого бизнеса есть будущее. И ну, несмотря на то, что даже если вдруг в бизнесе бывает и такое, и я потеряю какие-то деньги, то это не так важно, скажем, может быть, для кошелька окажется. А если этот проект стрельнет, то он должен выстрелить нормально. Ну, бизнес-план был составлен, слава богу, был очень хорошо. И поэтому мы начинали с 2 кресел. Это нынче наша клиника 8-й год работает. Уже 8 лет. Да. То есть ты 8 лет в бизнесе уже? Да, я уже вот, если взять по бизнесу, я 8 лет в бизнесе. И наша клиника начинала 8 лет назад с 2 кресел, 2 кресла стояло. Мы открывались вообще как стоматологическая клиника для взрослых. Но когда люди приходили к нам лечиться, они, конечно, высказывали такие слова: а почему вы не откроете детские? У вас такие классные врачи. Я вел переговоры с детскими врачами и достиг одного соглашения. И, конечно, добавил одно кресло детское. Ну, добавить кресло одно детское, это не просто так звучит. Купил кресло и поставил. Это было бы все просто. Пришлось произвести, такие большие работы, как сделать игровую зону детскую, специальный вход, отдельный кабинет. Ну, это очень большая работа. Уже вложения другие. Это, да, это практически открыть одно детское кресло, это открыть кабинет на 2 кресла взрослые. Но благодаря тому, что у нас появилось детское кресло, оно, конечно, еще раз, как говорится, клиника стрельнула. И желающих попасть в нашу клинику оказалось настолько много, что мы понимали, что нужно именно работать в этом направлении. Мы начали расширять детское направление, в том числе начали расширять в связи с тем, что пациентопоток увеличился, мы начали увеличивать и кресла. На сегодня в нашей клинике работает 8 кресел. Да. И буквально вот в течение, наверное, месяца, ну, числа 15-20 апреля мы планируем открытие детского отделения. Сейчас ремонтные работы закончены. Мы специально еще сняли один этаж. Конкретно отдельного? Вообще это будет вообще просто отдельно детское отделение в коммерческой частной клинике. Такого у нас в Якутске нету. Первый открыватель. Да, это, ну да. круто, значит, получается, бизнес растет. Бизнес растет, но благодаря тем, что это благодаря коллективу. Конечно, коллектив работает. Вот на 8 марта, когда я говорю, там, сколько, как мое дело маленькое, купить цветы, да? Сколько там цветы? Я говорю, Антон говорит, 37. У меня только женщин работает 37 человек. Ну, это мы говорим и медсестры, и санитарки, которые убирают, и все же, это как бы весь же, это все складывается от коллектива. Вы зашли, полы грязные. С вами не поздоровался администратор, зашли уже с плохим настроением. Да, что-то не понравилось, да, конечно. и все, и мы вас потеряли. А если вам все понравилось, разумеется, вы пришли домой, рассказали дома, рассказали друзьям, и 2-й раз пришли, и еще кого-то привели. Да, как у нас якутцы говорят, арбузное радио. Да, да. Кстати, вот у нас насчет этого радио есть, ну, говорят, такое сарафанное радио, есть программа UDS Game, United Disc System, она, кстати, придумана в Татарстане, это как раз оцифрованное сарафанное радио. И первое предприятие 5 лет назад, наверное, кто внедрил это в Якутии, это мы внедрили. И оно, конечно, тоже приносит своего клиента. Давайте посмотрим, что у нас тут подходит. Вот как раз, если мы говорим о тесте, оно должно быть мягким, и если на палец, без перчатки, оно как маленько липнуть. Это вот как раз мы сейчас его раскатаем. Толя, ты же сопредседатель вот общины, да, татарской? Да. А много татар вообще в Якутии проживает? В Якутии? Ну, в Якутии их, если взять перепись 2002 года, то тогда проживало... Последнюю? Нет, это не последняя. Не последняя. Последняя была в 2010 году. В 2002 году да, было около 10 тысяч. Но почему-то по переписи 2010 года татар осталось маленько более чем 8 тысяч. Ну, здесь, может быть, миграционные или такие вопросы. Перепись населения, она всегда очень такая национализированная вещь. Поэтому здесь надо тоже как бы к этому относиться. Непонятно. Ну да, кто-то назвал себя татаром, кто-то нет. Да, кто-то назвал себя татаром, а кто-то нет. Не так, да. Вы же даже видели такие, там, где в русской семье там ребенок говорит, я татар.
Да, да. Да. Либо там какие-то джедаи появляются. Да. Ну и, во-первых, очень много, здесь же, если мы говорим о том, что появились, есть же татары как бы русской веры, кто крещенные, они называют крышины. Другие. Да, ну не то, что другие. Когда вы приедете даже в Казань, кстати, вы там были в Казани? Я был 2 раза. Ага. Ну и как вам Казань? Отлично. Вообще красивый, чистенький город. Да. Футбольчик посмотрел. Вы на чемпионате как раз были, да? Да, а до этого еще на перегоне проезжал мимо. Специально на Кремль заезжал. Маленький секрет, как говорится, этот мамин. Чтобы бывает тесто, когда сухое делаете, оно пузырится. Да-да-да. Да, чтобы оно не пузырилось, можно вот так сделать и в некоторых местах. Воздух. Да, ну, вот это как раз пузырь, она будет. И обязательно как можно лучше стряхивать, потому что шеф-повар скажет, что мука начнет гореть и так далее. Нагореть, потом горчить. Да. Поэтому... Ага, а масла не надо вообще? Это вообще это сухую. сухая лепешка. Да, похоже на знаете, тонко, вот вы тонко-тонко делаете, да? Да, тонко. Ага, это Ну, похоже на я процесс думаю, приготовления да. шахплова. Шахплова. Да. Ну давайте, я буду готовить лепешки, а Семен будет отвечать за то, что они там. Я первый покажу, как она должна быть. Так, Передай мне, пожалуйста. Да. вот это. Давай. Еще одну. Да. Пергаментная бумага, вы ее сюда положите, вот один лист. Вот сюда на доску. Да, вот она начинает потихоньку пузыриться. И сюда выкладывать, да? Надо, чтобы там такие, вот, как, о, да, вот примерно такие штуковинки. Мука, кстати, На Я блины. тогда сюда буду ее выкладывать. На блины похоже. опа, так сильно не это. Чуть-чуть на блины похоже. Да, это как бы такие, ну, можно убавить огонь, да, маленько, да, огонь сильно это вот. Сильно давит огонь. Петр, рожок или Семен добавил там. Ну да, мы убавили уже. Я думаю, что надо стряхнуть муку. Прям сюда. А как ты считаешь, что много общего у якутов, татар? Ну, во-первых, мы же тюрки, как Ага. бы давно не было. Общего много. Ну, язык, во-первых, очень схожий. Ну да, я вот был вот недавно в Турции, они как раз говорят, тоже там разговаривал, у меня друг турок, он и по-русски разговаривает, он говорит, тут якуты приезжали, он говорит, с ними так это. Турецкий, тоже- кстати, очень похож. Да, турецкий язык очень похожий. Ну, и мы, татарский очень близкий с турецким языком. Мгм. Даже вот счет. Там, Да. Мы Счет- говорим бир-2, а они бир-2. Бирики, уч, да. Ну, счет это самое маленькое, что Да. так это надо, где-то у нас есть с чем смазать. Вот, ага. Да, это надо Ты смазать. можешь тогда маслом смазать? Да, да. Маслом смазать. Вот так надо Да. делать мне, да? И есть у нас и накрыть, чтобы он не пересыхал. А, понятно. С обеих сторон? Нет, с одной. Хорошо. И так и оставить или перевернуть? Нет, вот как он лежит, так и лежит. Ты его просто плотненько намажь, чтобы он такой в этом, как говорится, блюде смазка не испортит. Да, Так что ясно. мажьте, не жалейте. Масло, если надо, еще расплавим. Еще раз плавим. Поэтому- Хорошо. И вот так Да. чистой тряпочкой закрыть, да? Да, и тряпочка. Чтобы она прикрыть. это... Да. Якутские лепешки, кстати, тоже так же готовят. Приготовили и там тряпочку специально заворачивают. Да. Ну, это, Все так делают, да? да. Ну, дело в том, что это, чтобы не пересохло, во-первых, потому что... Да, и здесь тоже так же сверху просто. всё Так. мажьте. Что-то процесс быстро пошел. Ну, это, как говорил Форд, самое главное, назначить и научить одному действию же. Да, да. А уже дальше Поэтому- конвейер. Дальше уже конвейер. Много не надо. Много не надо, а мне сказали Не, ну, обильно. Нет, лишнего не будет. Много всего хватит. Вот так. Так, маслом кашу не испортишь. Плотненько. Вот. Так. И поэтому, Так, вот про общину. Расскажи, пожалуйста, Общину? какие ваши да. основные действия, скажем так, направления? Ну вот я же вам говорил, да, то, что я вот... Про Сабантуй, да? Да. Сабантуй, кстати, вот по Сабантую мы делаем большой проект. Ну, у нас, во-первых, общественная организация в Республике Саха-Якутия называется Туган-Як, это родной край. Ну, все названия всяких общественных организаций происходят от того, что скучают они там по родине, Да. да, какое там название там на родине. Поэтому, ну, мы назвали родной край, зарегистрированы буквально, ну, вот, 2-й год официально. До этого у нас была такая совместная общественная организация с башкирами. Ну,
на сегодня мы очень дружно живем с башкирами, но решили в связи с тем, что хороший коллектив у нас такой набрался, молодежь подтянулась. Поэтому в декабре, когда я летал в Пермь, я в прошлом году представил проект, называется «Возрождение Сабантуя в Якутии». Я же рассказал, что я жил в Алекнинске, и последние буквально 5 лет перед переездом сюда я занимался именно этим проектом. Мы проводили в рамках нашего национального праздника Исех и наш же национальный праздник Сабантуй. Ну, то есть они по срокам совпадают, получается? Да, абсолютно совпадает. Сабантуй — это сабан, это свадьба, туй — это плуг. Праздник плуга. По окончании также весенних работ и проводится вот этот... вход в лето. Да, скажем так, люди отсеяли все это и спокойно могут уже отдыхать. И в это же время также он очень схожий с праздником Исех. Там также проводятся спортивные соревнования, люди накрывают, едят вместе где-то там, развлекаются. И поэтому этот праздник, конечно, очень схож, но единственное, что он, я вот за свои там 25 лет понимаю, что в таком красочном объеме он не проводится. Это у нас в Якутске здесь Исех, вот, конечно, это такой... Уже ух. Да, правильно. Даже его описать даже невозможно. Он не то, что даже там просто национальный проект, он не национальный, он даже такой... Ну, уже такой государственный, чуть ли не такой стал. Государственный такой, да. И также на Сабантуй может приехать хоть кто, хоть откуда. Мы, например, хоть ты не татарин, но да, все равно. Мы, например, когда делали это в Алекнинске, мы накрывали стол там в 3 доски, ну там 5-метровый, 6-метровый, там 18-15 метров. Я заранее там, я там руководителем работал, я заранее со своими близкими там тоже, кстати, татары, башкиры очень дружно живут. И вот этот коллектив мне, конечно, очень-очень дорог. Я вот буквально вчера с ними встречался. И Сех-Аланхо пройдет летом, знаете, да? 20-21 июня пройдет в Алекнинске. И вот мы буквально вчера встречались, построили, какие еще там есть задачи, планы выполнены, какие нужно выполнить. И, конечно, получили приглашение прибыть туда в составе Ассамблеи народов Якутска. Ну, мы отдельно, конечно, тоже туда поедем. И это родина, во-первых. У меня сын в Алекнинске проживает. Сын с нами не живет, он живет с бабушкой. У нас деда не стало, а он в данное время учится в 10 классе в Алекнинске и быть поддержкой. Поддерживает бабушку. Ну, бабушка у нас что такая бабушка. Парень и учится хорошо, занимается КВНом. Позапрошлом году он был мистер КВН республики. Такой паренек серьезный, да, Рашид. Поэтому у нас Веселый, находчивый. Веселый, находчивый. У нас вот, я хоть и татарин, у меня имя Анатолий Николаевич, сын у нас Рашид, внук у нас Тагир, дочь Мария, внучка Таисия. У нас все так перемешано, как говорится, в одной семье такая общегосударственная такая национальная политика. Национальная политика, да. Правильно устроена. Да, правильно построена. Правильно устроена, да. Поэтому, конечно, это очень интересно. И вот мы говорим о Сабантуе. Я как раз, когда был в Перми, я защищал проект, из 100 с лишним проектов, 30 проектов было выбрано на всероссийский конкурс некоммерческих государственных организаций. И вот когда мы там были, 2 дня проводился конкурс. Первый конкурс там была визитка и так далее. И во второй день нужно было срочно представить какой-то дополнительный маленький проект. Все проводилось и онлайн, и офлайн. Было время уже такое нынче. Да, пандемия, все дела. Да. И я даже не знал, что я быстро смогу придумать. Я решил представить проект «Моя Якутия», потому что я всегда о Якутии много говорю, много рассказываю. И я, еще раз говорю, всегда везде с якутским флагом. И поэтому для меня представить Якутию и рассказать о ней быстро было самое простое, что я мог сделать. Да? Ну, все, наверное, мы пока на этом остановимся. Давайте посмотрим, в каком состоянии у нас картошка. И я когда начал проект рассказывать о том, что я буду сейчас рассказывать о Республике Якутия, и прошел мой такой видеоряд, так скажем, самопрезентации, которая была, в ней тоже было много рассказано о Якутии. И я сказал, что смотрите внимательно, в конце будет конкурс.
если... Закинул удочку? Да, такую удочку закинул. Но у меня всегда есть, я много летаю, много с кем встречаюсь, у меня всегда есть, как говорится, запасной подарок. Да, На рояль в всякий кустах случай. всегда есть. Ну, у меня же шоколад, там небольшие сувенирные продукции, там из оленей, там, поделки, или брелочки, там всякое. И вот я знаю то, что у меня есть с собой подарки, я спокойно могу объявить конкурс. Когда я объявил конкурс и начал рассказывать о Якутии, это было, вы бы видели этих людей, ну, практически я, наверное, там самый младший, мне на сегодня уже 51 год, и там такие монстры, которые всю жизнь в общественных организациях двигают это. И когда я начинал задавать вопросы, видели дети в детском саде, орут сквозь эти, да, компьютер, микрофон. Да, соревновательный интерес Да, вообще появился. там вызвало, конечно, это, ну, когда мы вечером это обсуждали, говорят, ну ты вообще, татарин, ты тут творишь дела, да, такие, ну, конечно, все классно получилось. И я очень рад, то, что вот в таком интересном мероприятии удалось рассказать о республике. И, конечно, это для многих сразу же все равно в памяти осталось. Ну, там, хотя бы та же площадь наша, там 3 миллиона километров, да, ну, и так далее. Ну, что у нас тут 3 часовых пояса только, о которых мы говорим. Это никто же об этом никогда не думал, не знал. А когда вот в таком формате это все прошло, конечно, для них было это запоминаешься. Мы, конечно, потом сидели, разговаривали тут, как говорится, как и в анекдоте говорят, у вас там правда, да, медведи по дорогам ходят? Да, начали Да. вопросы. Я такие. говорю, ну врут они, нет у нас дорог. Поэтому, ну, было весело, хорошо. И наш проект, вот, который мы говорим, Сабантуй, возрождение Сабантуя в Якутии, занял первое место в России. Да. Давайте подготовим лук. Нам нужно будет в пюре лук добавить и немножко укропа. Много лука? Ну, пару луковиц, я думаю, мы обжарим. Так, Вот держи. таких, если Давай, таких. я горчичку тебе. Да, и вот если мы говорим о том, что нам министерство помогло, нам мэрия выделила место, в местности Усть-Хатын нам выделили место. В прошлом году, Тюгельга. да, под Тюгельге. И вот нынче вот, деньги, которые по гранту, ну и мы там добавляем столько же денег, ну там было при взаимодействии 50 на 50, мы, конечно, тоже добавим эти 500 тысяч и будем строить, делать, и будет там большой проект, небольшая такая площадка для проведения вот таких мероприятий. Да, достаточно, я думаю, этого. Ясненько. Так. Давайте. На сливочном сливочном? масле. На сливочном. Да. На Давайте сливочном. Возьмем этот, ничего страшного. А, этот? Или отсюда тоже отрезать? Давай немножко. Да. Давай немножко. Ну, поэтому А вот самое, наверное, вот как думаешь, самое твое любимое блюдо именно вот с татарской кухни? с татарской, Кухни, ага. ну это балиш, конечно. Балиш, да? С детства он, во-первых, напекается. Самое вкусное в балише, ну, это, начиная с детства, это, конечно, нижняя корка. Во-первых, все готовится на ней, она плотно так, маленько даже так, как бы нагорает, да, не это, Подгорает и чуть-чуть. да, напитывается. Корочка. И когда, ну, обычно так сверху там берут, а ты потом сидишь, как это, на сковородке мясо пожарил, со сковородки хлебом протираешь. Да, Да. а там такой же эффект, только ложкой скребешь, поэтому, конечно, да. Конечно, это очень интересно. Толя, а кухня какой страны еще больше нравится? Ну, Нет, сказать, давай- что... Нет, давай так. Вообще путешествовать любите? Да, много Да, путешествий. я знаю, Толя очень много ездит. ага. Да. По и Фейсбуку вообще- вижу. И самое вот, если не обращать внимания на вообще на татарскую кухню, на якутскую, какая кухня вам еще очень симпатизирует, ну и импонирует? Ну, я бы сказал, киргизская кухня очень хорошая. Мгм. Ну, баранина, например, самая лучшая точно в Киргизии, могу сказать. Потому что я был и в Казахстане, был много где. А такая баранина, ну, потому что, скорее всего, вот эти 1000 трав разные в горах свое сказывает. И очень вкусное. Все, что приготовлено с мясом, в Киргизии, наверное, это одно из таких мест лучших. А если говорить о рыбе, это у нас нынче, не нынче, вот в прошлом году мы ездили в Ригу, летали, удивила рыба. Где? Куда? В Риге. Рыба. В Риге? В Риге рыба. В Латвии? Да, это просто это так шикарно приготовлено. Там получается же морская рыба, наверное. Да. Ага. Ну, мы, как говорится, живем на рыбе, да, и нас рыбой удивить как бы, ну, очень сложно. Ну да. Ну там вот А тут, черный окунь, там такие вещи. Ну, там вот я удивился, вот, что в Прибалтике могу удивиться какой-то там идее. Что, оказывается, так можно. Да, да. А вот зелень у тебя сразу сюда идет, в поджарочку? Нет, да? это уже в пюре добавим. Чуть побольше. Пюре. Это Хорошо. уже в пюре добавим.
Ну, давайте тогда уже пюре мы Давайте подготовим. начнем. У нас, видите, простой век такой технологии. Все просто через сито. Воду ситом тоже носим. Тут и Да. картошку через сито делаем. Поэтому здесь все, конечно, проще. Да, конечно. Я пожалел, что не привез арётинской картошки. Сами знаете, арётинская картошка очень хороша. Ну, считайте. Кстати, нынче очень многие люди заморозили картошку с этими морозами. Не ожидали, что будет так морозно. Мгм. И вот подморозили картофель многие. Подморозили? Осенью? В подпольях. Ну вот зимой, когда 50 были. Да. Ну в смысле в подпольях оно Да, всегда да. было. И цена очень так поднялась в Алётинске на картофель. Ага. Ну, не знаю. Не слышал. Ну и что? Как у нас там получается? У нас все хорошо нас получается. Ясно. Толя, расскажи, ты охотишься, рыбачишь? Ну, скажем, да. Да. И Да. как успехи, что больше нравится? Да, больше нравится оказаться на природе, если честно. Ага. Там убить зверя или птицу, это для меня не так уж и важно. Я не голодую. Но, конечно, если взять по охоте, это, конечно, кайф, когда ты ездишь на гуся, да. М. Это, ну, например, утку практически, ну, маленькая, ее обижать не надо, но гусь, конечно, по-своему и летает. Гуся можно? Да, ну, он такой серьезный парень, Ага. конечно. На рыбалку, да, мы ездим на спиннинг, Мгм. рыбачим. Ну, вот буквально тут тоже, ну, возможности есть кое-какие игрушки мужские покупаем и, конечно, планируем там охоту, рыбалку. Я в прошлом году буквально официально приобрел ружье, и поэтому я могу себе сегодня позволить там, официально выезжать и охотиться. М. И, ну, Ну, то есть для тебя больше процесс да, для чем меня цель процесс, какая-то. когда ты там сидишь, разговариваешь, потому в что, компании. да, потому что, если честно сказать, ты же понимаешь, я много и работаю, и отвлечься на там, какой-то период ты не можешь. А когда ты выезжаешь и отключается у тебя сотовая связь, а у тебя только спутник всегда. Кстати, у меня спутник всегда и в машине, потому что всякое бывает, мало ли где можно оказаться на машине. А так ты спокойно вечером позвонил, говоришь, у нас все хорошо, и все. И всё, И все. И, конечно, сидишь возле костра, разговариваешь, кто-то какие-то байки тратит, кто-то там с прошлой охоты или где-то там фотографии показывает. Конечно, это классно. Вот именно общение с друзьями, общение с природой, как говорят некоторые, ну зачем вам это надо? Вы там где-то там в палатке, да там. Ну, Мерзнете там, чё это, конечно, да. когда я всегда говорю, вот когда будет у тебя возможность, скажи, Толя, возьми меня с собой, я тебя возьму, и ты поймешь. Толь, ты упомянул про работу, да? Я как сам тоже предприниматель, да, ну, обязан такой вопрос задать. Каково это быть предпринимателем и вообще? Как ты себя ощущаешь? Ну, здесь, как понимать, как ты сам себя понимаешь предпринимателем. Ага. Если ты просто любишь свою работу и ты ее делаешь, то ты от этого и кайфуешь. Я, например, люблю свою работу. Я могу встать в 5 утра и прийти на работу, остаться там на работе до 12. Если мне работа дает возможность отдыхать, я могу улететь к внукам там, на день, но остаться там на 2 дня. Поэтому это как каждый воспринимает, как То он есть делает свою работу. Как свобода, получается? Да, это Чуть ли не абсолютно, для меня это абсолютная свобода. Моя работа, моя абсолютная свобода. Хочу работаю, хочу не работаю. Ну, чуть ли не так, Ну, да? да, в принципе, можно сказать. Можно так. так сказать, да. Ну, здесь еще понятие делегирования. Дело в том, что все на себя не затащишь, нужно делегировать. У тебя есть, кто отвечает за это, кто отвечает за это, кто отвечает за это. Поэтому, если вдруг, не дай бог, какой-то сбой происходит, ты просто поднимаешь телефон и спрашиваешь его, что там произошло. Он говорит, то-то, то-то, все исправлено, все. Нужно делегировать, не надо все на себя заворачивать. А вот, получается, мы пюре сделали. Пюре Сейчас- практически готово. Да. Сюда нужно маленько покрошить укропчика. А лук? Укропчик. Лук в это же время можно сбрасывать. Я как этот траворез. Да. Ты уже- Мелко, да? Да, как можно мельче. Поэтому работа это, конечно, кайф. А согласишься с тем, что говорят же, если ты бизнесмен, если ты хорошо поставил свой бизнес, 3 месяца бизнес должен работать. Даже Согласен. Если, согласен? Да, потому что я тоже такое расхожее мнение слышал, Это, что кстати, в Японии, такое есть, да? да, там собирает резко в определенный день руководители подразделения, Мгм. много не надо, достаточно травы, Мгм. подразделения, и вывозят там, ну, типа
на какие-то занятия там, дней на 10 на неделю Мозговой и, штурм. и смотрят и проверяют, как работают эти отделения. М. Поэтому все не должно заворачиваться на вас. Тоже Это же ответственность, во-первых, создавая любое предприятие, где у тебя хотя бы начинает работать один человек, ты должен понимать, что у тебя ответственность уже есть за кого-то. А если мы как раз говорим о том, что у меня только женщина работает 37 человек, плюс у меня коллектив мужской там еще 7-8 человек, это 40 с лишним людей, которые кормят семьи. Представляешь, какую ответственность должен на себя ощущать? Понятно, да. Поэтому я Что должен взять? сделать так, как говорится, даже если мы говорим о стоматологическом процессе, это там 3-кратный запас воздуха, компрессоров и так далее, ты должен то же самое сделать и для сохранения коллектива. Когда вот это началась эпидемия, вот эта дурная, конечно, начинали возникать же разные мысли, как сохранить коллектив. Что, не было же о том, что поддержка будет там, и так далее. Ну и поддержка, она, конечно, то, что состоялось, но, дай бог, тоже помогла. Возникали разные мысли, продать дом, продать там машину, да, и так далее. Ну, чтобы долги, там, аренду и все прочее. Ну, Фот. дело не в том, что даже долги аренды, коллектив, чтобы... Да, я говорю, фот, да. Да, тоже. ну сохранить коллектив, минимально они должны какие-то деньги получать, потому что они нигде не работают, кроме как у тебя. А ты будешь ездить на каком-то там джипе, что ли, это как-то несерьезно, согласись. Поэтому, когда работает у тебя коллектив, ты можешь себе позволить и в этом году продать джип, на следующий год и новый купить. Поэтому я так считаю. Здорово. А супруга чем занимается? Ну, супруга занимается тоже клиникой, уже 6 лет. То есть вы вместе работаете? Ну да, раньше она была руководителем департамента Министерства культуры, но в один прекрасный день я сказал, хватит, нужно заниматься нашим бизнесом. Ну, потому что я занимаюсь еще другими проектами, поэтому... Хорошо. Так, дальше у нас Так, мы давайте... берем лепешки, да? Да, Так, лепешки. достаем какую-нибудь, самую нижнюю достаем. Переверните весь ряд. Перевернуть. Да. А они уже мягенькие Да. из-за масла, да? Да. Прекрасно. Затем Делается очень просто. показывай. Ну, грубо говоря, мы смотрим, вот лепешка наполовину, Ага. мы берем, вот так, выкладываем. Вторую надо. Ну, вторую, да. Ты можешь руками Да, прямо, да. да, я могу руками. Но вы смотрите, чтобы до краев она не доходила, потому что при сгибании вы еще маленько его прижимаем, да. Мгм. Да. Вот так мы его перекрываем. Это как раз лепешка называется, ну, видите, она края открыты. И вот наша одна лепешка. Можем ее То есть склеивать не нужно. склеивать, Я нет. пошутил. Что-то прямо запах такой идет. Да. Семен сделал нам тут такое пюре. Ты правильно накрошил вот так. Вот именно вот так надо было крошить, потому что запах травы тоже передавался. только тогда исходит. А так, когда вот так делаешь, он, Ну, запах травы не появляется. Интуитивно сделал, видимо. Да, ну ясно. Сделал. Так. Ну, я еще раз повторюсь для телезрителей. Начинка может быть любой. Мгм. Захотите тыквенную, захотите овощное рагу. Это все. Захотите сладкое, чуть ли не. Захотите, вот даже как сегодня я говорил же, у меня вот есть русские, они наполовину русские, наполовину белорусы, они говорят, мы делаем с ветчиной. Мгм. Поэтому у кого к чему называется любовь, у кого какие есть возможности. Кто-то может с икрой сделать, да? После рыбалки. Да? Или можно делать на рыбалке, кстати. Да, тонкое филе, рыбу, да. Да, Можно можно. такое делать всякое разное. Да, Так, это последнее у нас. да. Это что, ты плохо смазала этого, однако. Да, это, видимо, первое, я уже Это- как бы не это. Она уже, да. Ладно. Ну, в общем, ответственность вся на тебе. Все ничего, это я съем. Ты съешь. Хорошо, что не сказал, заберу домой. Да. Так что, да. А, чуть-чуть уже ломается. Это она ну, слава первая богу. была. Ну, как говорится, первый блинкома, может быть. Да. Может быть. Ну, ты глаза закрой, я перетусую, чтобы ты не угадал. Я вот так какой. чуть-чуть Да. тыкну. Так, Итак, мы пробуем. Как ты- И еще что-то мы должны. так. Что мы должны? Мы вообще говорим о том, что это кушает, смотря с чем это кушать, кто с чем. Кто-то пьет с чаем, кто-то с чем. Но в последнее время все начали уделять больше внимания, скажем, то, что мы едим, да, и пьем. У нас дома мы это дело всегда любим. Ну и кроме этого мы любим делать такой домашний компот. Это сухофрукты, которые я привожу и из командировок, и отправляю друзья, в том числе и из Крыма. На ночь просто в термос ложите, заливаете кипятком. Разумеется, никакого сахара, больше ничего не добавляете. А утром вот эта шикарная вещь в таком И виде. мы ее будем пробовать. Да, она вот представлена у нас сейчас здесь
Вот это? Да. Да, это Толя уже заранее Да, налил. да, я налил. Да. И что, стаканчики? Да, давайте сейчас возьмем стаканчики. Здесь меня не обожгет, надеюсь. Давайте возьмем, достанем. Давайте мы расставим так. Ставим так. Это можно пока убрать. Это тоже чуть-чуть Да. убрать. О, все у нас красиво. Да. Красиво. Так, так. Если вы сделаете побольше, ну, в смысле, чтобы на всех, как говорится, хватало дома этого домашнего такого компота, вы можете этот компот утром, когда побольше фруктов положить, когда он утром Концентрат сделать, а потом- концентрат и развести. Вот можно Да, это да. тоже разводить. Но мы Я сейчас могу разводить не уже. будем. Давайте сейчас я открою крышечку, чтобы давайте наливайте. Она плотная еще. Она плотная, здесь специально такая сделана, чтобы она не падающая. Она такой, как А это концентрат. это как концентрат. Да, Но я думаю, что похоже на густой квас. поэтому можем. Так. Да. Это будет здесь. И надо пробовать. Да. Да, можно пробовать целиком, можно их и резать. Дорогие телезрители, что могу сказать? Приятного аппетита. И если вы кто-то только что присоединился, в конце, наверное, ссылочку мы сделаем все равно. Да. Там, на рецепт, как это делается. Делайте, кто с чем сделает, отправляйте на конкурс. И куда отправлять, там тоже будет сказано. Приз от стоматологии Виват, сертификат 5 тысяч, я гарантирую. Да. Все, всем приятного Ну, аппетита. приятного аппетита. Да. Приятного аппетита и пробуем. Попробовать. Отлично. Отлично. И У нас почему-то все очень вкусно получается. Что не передача, что-то новенькое, все. Компот бомба. компот очень хороший. Концентрированный. Чуть-чуть можно добавить, по-моему. Да, водочки можно добавить. Ну что, вот так куплю. Поэтому говорю, если семья большая, как раз, когда компот сам удаляете фрукты, вы просто добавляете воды и спокойно. Ну, ребятишка можно сделать еще жиже. Ну да. Ну что ж, Да, вердикт, Семен. Ну. Что скажешь? ну, лепешки отличные. Кусаются хорошо. На ощупь получается. Пюре отличное у нас, без комочков, свежая зелень. И мне тоже вот, лично нравится, вот, когда вот есть на сливочном масле присутствует. Ну, вкуса добавляет. Да, и лучок мелко рубленый. Я говорю, для, например, тот же полудник, Да. вот так, например, даже с тем же чаем, очень вкусно, да? отлично. Ну, эти вещи иногда я просыпаюсь от того, что дома маленькая Ну, или как воскресный завтрак. Да, воскресный завтрак. Жена у меня делает это. Отлично. Мне нравится. Ясненько. Ну, друзья, на этом наша передача, как говорили мы, и эфирное время у нас не резиновое, к сожалению, заканчивается. Надо очень большое спасибо сказать Толе. Да, приятно познакомиться. И за обстоятельную беседу, за интересные разговоры, за твое приготовление, за то, что вот так специально к нам пришел своим национальным, видишь, вот добавил национального колорита. Шапочка одна чего стоит, вот такие приборы, да. Все в теме, короче, да. Так что, спасибо еще раз. Да. И теперь мы лично знакомы. Да, и теперь мы лично знакомы, наконец-то познакомились, хотя мы, друзья, уже в Фейсбуке, наверное, лет 5. Да, лет 5, но не было возможности встретиться. Так что, друзья, на этом мы заканчиваем. Смотрите нашу программу «Просто вкусно» на канале Якутия-24. До новых встреч! Оксана делает, и перед всегда